Ако – город древней истории. Предки абхазов были осколками тех великих очагов древней культуры Ближнего Востока, откуда потом европейцы брали ее, создавая свою цивилизацию, утверждал академик Мар. И только потом на этом месте расцвели древнеантичные города Диоскурия и Себастополис, средневековый Сан-Себастьян и Сухум-Кале. Само время, эпохи, века смешались здесь, создавая атмосферу неповторимого причерноморского города со смешением разных архитектурных стилей. Сухумская крепость – знаковое место для абхазов. На ее территории было найдено немало письменных источников древности. В 1896 году во время строительных работ на Сухумской набережной был найден камень с надписью, глубоко врезанный в стену. На поверхности камня прочитывалась надпись по латыни. Мы идем в Абхазский институт гуманитарных исследований для того, чтобы получить комментарии ученых по поводу плиты, найденной на территории Сухумской крепости. На территории Сухумской крепости был найден вот этот фрагмент камня. Как ученый, археолог, прокомментируйте нам, что здесь написано и как бы вы датировали. К сожалению, плита фрагментированная, но тем не менее, несмотря на это, все это читаемо. Состоит она из 3 строк, написана на латинском языке. Первая строка – это, значит, неполное имя Адриана, но оно читается Хадр почти. Перфла – это, значит, обозначает, что был проведен какой-то акт через Флавия Ариана. Акт императора Адриана, который проведен через Флавия Ариана. А вот что такое это лег? Лег это может обозначать его должность, легатус, легат такая должность была в империи, или же легионис, то есть легион, которому принадлежал Флавий Ариан. А он мог принадлежать либо к легиону молниеносному, либо Аполлонову, которые они дислоцировались как раз в Восточном Причерноморье, в том числе и Абхазии. Это действительно уникальный случай, когда исторический факт подтверждает какой-то письменный источник. А по письменным источникам самого Флавия Ариана мы знаем, то есть даже у нас в истории написано Абхазии и в других историях, что в 137 году по заданию императора Адриана Флавий Ариан, видимо, чиновник, его там написано, совершал инспекционную поездку по всему Восточному Причерноморью, и в частности он попал в Севастополь. Он был в Трапезунде, Апсаре, Фазисе и вот в Севастополисе. И в некоторых местах он оставлял и надписи даже. Вот в данном случае он оставил надпись, свою визитную карточку. Из далекого Рима сюда, на окраину империи, Флавий Ариан приехал не просто так. Древний Рим контролировал свои метрополии и временами давал почувствовать, кто здесь реальный хозяин. И он приезжал, даже там очень подробно написано, с каким заданием, как тратятся деньги, там, потом как проводятся ремонтные работы, даже при нем они начали проводиться. Он, значит, посмотрел, в каком состоянии лазареты находятся, в каком состоянии вот этот вал перед крепостью. Присутствовал даже он на военных играх. Затем в VI веке, во время Ирано-Византийской войны, стены Себастополиса были разрушены, но позже восстановлены уже византийским императором Юстинианом Великим. В XI веке здание было полностью перестроено.
В 1454 году турки впервые высадились в районе Сухумской бухты. А в 1724 году на развалинах римской крепости было построено мощное укрепление под названием Сухум-Кале. Вот где примерно мог располагаться гарнизон? Гарнизон, тут два колодца было осадных, две мечети было, кстати. Развалины были, церкви видны древние. И рос огромный священный тысячелетний тис, который, к сожалению, был срублен в последнюю русско-турецкую войну и, наверное, был вывезен, конечно, в Османскую империю. Крепость имела четырехугольную форму с бастионами по углам, предназначенными для обстрела вдоль стены. Главные ворота находились на северо-востоке. Трехэтажный деревянный дом владетеля был пристроен к стене у моря. Там же стояли склады для провианта и пороховой погреб. Крепость была окружена с трех сторон большим рвом, заполненным водой. От реки Басла была вырыта турецкая канава шириной до 5 метров. Маленькие лодки-филюги с моря заходили в реку, а затем по турецкой канаве подплывали прямо к крепости. Этим способом передвижения долго пользовались жители крепости. Здесь, вплоть до середины 19 века, вот мы стоим, это часть Сухумской крепости, большая часть взята морем, конечно. Абхазские пастухи, это по описаниям я говорю, играли в мяч, то есть ставимся кячера, перед Сухумской крепостью. А в 80-е годы, 70-е годы можно было ее объехать на фаэтоне. Вот за такое время море подошло. Действительно, грозный бастион, защищавший город от неприятеля во все времена, не мог быть такой маленький, как сейчас. О том, что Сухумская крепость была значительно больших размеров, свидетельствует вот этот колодец. Ведь он находится совсем недалеко от береговой линии. Но древние строители никогда бы не построили колодец с питьевой водой так близко к морю. Скорее всего, вначале он был вырыт в самом центре бастиона. Историки утверждают, что Сухумская крепость простиралась до рыбацких сетей в море. Присутствие колодца здесь говорит о том, что Сухумская крепость была значительно больше того, что сейчас видит современный житель. Сухумская крепость имеет определенные размеры. А колодцев здесь 8 штук пока найдено. В Сухумской крепости, значит, в основном присутствуют слои ранней античности, поздней античности. Под асфальтом здесь очень много разных строений. Глубоко метра за 3 здесь идут стены разные. К востоку от Сухумской крепости возник крупный торговый город, названный местными жителями Старый Стамбул. Это было время резкого упадка культуры и экономики края, процветала работорговля. Турки ежегодно вывозили из Абхазии до 12 тысяч рабов. Все, что было создано предшествующими поколениями, храмы, дворцы, фонтаны и другие монументальные сооружения, все это лежало в руинах. Абхазы периодически поднимали восстания в надежде освободить родную землю от турецкого гнета. Но
еще известно о том, что исследователи на территории Сухумской крепости нашли и остатки христианских храмов. Начиная с 1985 года за этой стеной, значит, был обнаружен храм древний. Он совершенно необычный, необычная конструкция этого храма. Он сделан, притвор его в виде Мальтийского креста. Сам он, значит, тоже базилика такая, значит, октагональная. В конце XVIII века Сухум стал резиденцией владетельного князя Абхазии Келеша Чачба, которому султан присвоил звание сухумского бея и выдал соответствующую грамоту. В течение 3 десятилетий он проводил самостоятельную политику, успешно лавируя между интересами Турции и России. Келешбе очень четко понял стратегию. Она принадлежала абхазским князьям, очень долгое время переходила из рук в руки. А в случае, конечно, угрозы нападения, то, конечно, собиралось ополчение со всех сторон. От 20 до 25 тысяч могли выставить, как говорится, и конницу, и пехоту, которая могла защитить страну. Это как последний раз, когда турецкий султан обратился к Келешбею, чтобы он его выдал мятежного Таяр-пашу. Тот ему ответил: мы гостей не выдаем. И тогда была двинута эскадра. Ну, Келешбей Чачба, он собрал ополчение, 25 тысяч конницы, вот так было построено полукольцом по побережью. Они вытащили клинки, и клинки, сверкая на воздухе, ждали незваных гостей. Это было очень впечатляюще, и, как говорится, психической атаки турки не выдержали, и они вынуждены были ретироваться ни с чем. Долгое время могила владетельного князя Келешбея Чачба находилась на территории Сухумской крепости. После его гибели в 1804 году здесь он был похоронен. Вот карта 1828 года – это первый такой источник, где обозначена эта могила, вот, крестиком обозначена. Вот. В начале 20 века эту могилу украсили, значит, ее оформили таким образом. Здесь написано Келеш Ахмед, князь Ширвашидзе. Ну, на старославянском написано. Вот было. В 30-х годах эту могилу, значит, саму могилу, надгробие само разбили. После 1937 года. Значит, борьба была такая с князьями. Вот, на фото разбитое надгробие Келешбея. В 1960 году здесь собирались делать теннисный корт. Но по словам Бачгура Иснатовича Сагария, он мне говорил, что все-таки наверняка кости Келешбея похоронены там, за стеной. Значит, все-таки существует версия о том, что кости владетеля находятся вот здесь, за оградой. Да? Да, такое предположение. Чтобы избавиться от протектората Турции, уже в начале XIX века абхазский владетель начал переговоры с правительством Александра I о принятии Абхазии под покровительство России. В планы же России входило господство на восточном берегу Черного моря. Русский царь послал военно-морскую эскадру под командованием капитана Дотта. Русские войска выбили турков из Сухумской крепости, а в бухте потопили 7 турецких судов. Эта крепость, кстати, во время последней осады, когда вот в 1810 году бомбили ее, десант высадили, Асланбей ушел подземным ходом, который вывел его на Гумисту. Любая крепость в Абхазии, даже почти все храмы значимые, они имели Подземные ходы. обязательно.
Это было время полной разрухи. В том же году до 5000 абхазов выселилось в Турцию. Это была первая в XIX веке волна переселения. Именно в это время Абхазию посещает французский ученый и путешественник Фредерик Дюбуа де Монпере. В своей книге «Путешествие вокруг Кавказа» он писал: В Сухуме нет ничего, кроме следов домов и улиц, заросших колючим кустарником и высокой травой. «Манарочка» – это книга самая старая в нашей библиотеке, которая говорит о истории Абхазии. Ценнейшая книжка, которой пользуются очень многие ученые, приезжают, фотографируют. Вот этот атлас. Это карта Абхазии, да, вот зарисована. Написано в Сухом Кале. Гагра, Гагринский храм. Храм разрушенный, да, Лахна. В Абхазском институте гуманитарных исследований нам показали книгу «Атлас. Карандашные зарисовки и пейзажи Абхазии». Таким увидел Сухум в 1833 году Дюбуа де Монпере. Это было время, когда фотоаппарат еще не был изобретен, и потому эти карандашные зарисовки ценны тем, что абсолютно точно доносят до нас прибрежные очертания старого города. И еще, что очень важно, французский путешественник составил карту Абхазии. Вскоре Сухум стал меняться в лучшую сторону. Здесь осушали болота, и началось кое-где строительство. В ту пору Черноморской береговой линией командовал генерал Раевский. Начала развиваться торговля, установилось регулярное сообщение по морю с Керчью, а позднее с Одессой и другими городами. Сухумская крепость в свое время была разделена пополам. Восточную часть занимал инженерное управление, то есть инженерные войска, артиллерия и так далее. А западную часть крепости занимала тюрьма. Была Сухумская тюрьма, которая была поставлена. То есть вон те казармы, это да, тюрьма? это тюрьма, там сидели известные люди. В свое время Сергей Орджоникидзе сидел там в 6-й камере и так далее. Посетивший Сухум в 1853 году русский писатель Сологуб отмечал, что главным недостатком города был нездоровый лихорадочный климат, от которого страдали почти все его жители. Хинин был первой потребностью горожан. Сухумчане складывались по 10-12 человек и выписывали хинин из Одессы. Значительно позже, уже в советское время, Сухум засадили эвкалиптами. Эти природные насосы высушили землю и победили малярию в крае. И свидетель этому вот этот прибрежный 100-летний эвкалипт. Город Сухум был разбит на правильные квадраты с широкими вымощенными улицами, с водосточными канавами по сторонам. Дома горожан были одноэтажными, турлучными, так называли дома, смазанные глиной. Несмотря на гибельный климат, Сухум, однако, был уже красивым и привлекал к себе многих. Около Сухумской крепости абхазы проводили свои сходы. Так, в 1874 году перед очередным изгнанием здесь слышались их взволнованные голоса. Кстати, вот здесь, около крепости, проводились все абхазские вечи, собрания. Наши, говорит, руки больше привыкли, говорит, к оружию, к кинжалам, шашкам, саблям.
чем к Сахе. Мы устали, но мы хотим, чтобы наши дети учили. Время требовало перемен, и они наступили. В 1863 году в Сухуми была открыта начальная горская школа с пансионом на 40 мальчиков-абхазцев, а спустя 7 лет в городе уже действовала прогимназия для девочек. В 1868 году на углу Лорис-Меликовской и Ольгинской улиц, а ныне это улица Лакоба и Пушкина, было построено новое одноэтажное здание горской школы. В этой школе обучалось 87% абхазских и 12% русских детей. Общая численность составляла 200 учеников. Курс был пятигодичный с правом поступления во все низшие учебные заведения. Полный пансион на 40 детей содержался за казенный счет. Остальные же ученики должны были платить по 120 рублей в год. Рядом со школой, занимая почти целый квартал, располагался опытный участок. Урожай со школьного огорода шел в столовую пансиона. Кроме того, на горе Трапеция у горской школы было 10 десятин земли под подсобное хозяйство, где выращивали кукурузу, фасоль и другие сельхозкультуры. Здесь работали сами ученики, и весь урожай шел на их пропитание. В Выходе Сухумской средней общеобразовательной школе номер 10 имени Нестора Аполлоновича Лакоба уже исполнилось 143 года, и здесь учатся дети уже независимой Абхазии. Во время Крымской войны в Сухумской крепости размещались артиллерийский гарнизон, комендантское управление, старая церковь и дома для офицеров. Однако самые трагические события здесь произошли значительно позже, во время русско-турецкой войны. В мае 1877 года турецкая военная эскадра в составе 4 броненосцев подошла к Сухумской бухте и выпустила 150 снарядов. А затем в город вступили турецкие отряды. Среди них были и абхазские махаджиры, вернувшиеся на свою родину. Русские войска под командованием генерала Кравченко без боя сдали Сухум и отступили в сторону гор. 19 августа турки сожгли город и вырубили в нем все деревья. Уцелело лишь несколько домов. А при отступлении турецкие войска разграбили город, похитив исторические ценности Сухумской крепости. Так они увезли с собой мраморный, богато орнаментированный памятник с надписью. Турки поклялись, что снова вернутся в Сухум и поставят памятник на прежнее место, но завоеватели больше не ступили на абхазскую землю. Нам стало известно, что Сухумский постамент, который стоял вот здесь, на территории Сухумской крепости, до сих пор находится во дворе старого султанского дворца Топкапы в Стамбуле. Мы поискали его в интернете, но оказалось, что таких памятников в султанском дворце великое множество, и все они по-своему красивы. Однако нам повезло, и мы разыскали абхазский памятник. Точнее, его воочию увидела в Султанском дворце на экскурсии группа туристов-мусульман из Абхазии. Это камень, который был украшен орнаментом, ручной работой, резьбой. И на этом камне был выбит небольшой текст арабскими буквами, арабской вязью, так называемый османский стиль письма. И когда мы спросили нашего гида, что это за камень, он сказал, что это с вашей родины, с Абхазии.
Мы попросили перевести текст хотя бы примерно, чтобы мы знали, о чем идет речь, чтобы рассказать это дома. Но тот гид, который нам проводил экскурсию, он затруднился, он сказал, что это затруднительно. Он единственное, что смог нам перевести, то, что в верхнем правом углу было написано «Сухум Кале», и что, опять же, он подтвердил, что этот камень был привезен в конце 19 века с территории Абхазии, в частности, из Сухума. Нам было приятно, конечно, что данный камень находился у нас на родине. В настоящее время мы как бы могли, если так образно говорить, прикоснуться к частичке нашей родины, пусть даже и в таком виде. Нас заинтересовала, конечно, надпись. Ее прочел в свое время профессор Одесского университета Нордман. Надпись с сокращениями звучит так. Благополучное правление Его Величества Царя-Царей, Великого Султана, против всех врагов и злодеев по высочайшей воле выстроена сия великая и неприступная крепость. Твердость, подобная большой птице Сунне, летающей высоко на Кавказской горе. Господь Бог да умножит благополучие на самом свете государя. В Сухумской крепости было несколько входов, но богатый орнаментированный памятник с надписью, скорее всего, стоял вот здесь, у северо-западных ворот, и каждому входящему напоминал, что эта местность находится под властью турецкого султана. И эта надпись красовалась здесь до 1877 года, до августа месяца, когда после трехмесячной оккупации турецкие войска вынуждены были уйти, забрав с собой, по разным данным, от 50 до 100 тысяч абхазцев. Вынуждены были уйти, потому что, как мы сейчас говорим, было не так все сладко, все горело. Так закончилось 300-летнее господство султанской Турции в Абхазии. Однако в эту последнюю русско-турецкую войну некоторая часть абхазского населения приняла участие в боях против русских, и после победы русской армии абхазцы были объявлены виновным населением. Большая часть жителей Сухумского и Гульрипского районов была вынуждена покинуть свою родину и переселиться в Турцию. Это была очередная волна махаджиров-переселенцев. Множество сел опустело, а Сухум и его окрестности обезлюдили. Оставшимся жителям, как виновному населению по приказу русского военного командования, запрещалось жить ближе 1 версты от берега моря. Чему учит история Сухумской крепости нас, современное поколение? Есть неприходящие ценности. Это любовь к родине, любовь к прошлому, любовь к настоящему. А чтобы стоять крепко в настоящем, нужно с уверенностью смотреть в будущем и помнить хорошо, знать свое прошлое. Вот в этом сила истории. Она должна учить любить свой народ, свой язык, конечно, свои обычаи и традиции. В 1877 году в Сухуме оставалось всего 210 жителей и несколько уцелевших домов. За весь XIX век Сухум неоднократно подвергался разорению и разрушению. Десятки раз за это время Сухум буквально стирался с лица земли и вновь возрождался.